Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Росгвардейцы задержали 3 молодых людей, подозреваемых в употреблении наркотиков в Якутске. Во время патрулирования в лесном массиве в черте города они заметили машину. Водитель попытался быстро ретироваться, заметив их. Росгвардейцам было принято решение остановить машину и провести проверку. В ходе беседы сотрудники обратили внимание на то, что пассажиры заметно нервничали. На вопросы отвечали невнятно, а в салоне стоял специфический запах. К месту задержания были вызваны оперуполномоченные МВД, которыми в ходе досмотра в салоне иномарки обнаружены и изъяты приспособления для курения, торцевой ключ со следами гари и 5 пакетиков с порошком белого цвета. Задержанные 30-летний уроженец Красноярского края, 33-летний уроженец Якутска и 28-летняя женщина были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В полицию Якутска обратился местный житель с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что решил приобрести запчасти на свою машину на одном из интернет-сайтов. Он связался с менеджером одной из фирм, специализирующейся на продаже автозапчастей через приложение сайта, чтобы уточнить детали покупки. Ему сообщили, что товаров отправят из города Ижевска, и 2 двери автомобиля ему обойдутся 85 тысяч рублей. Также он договорился о покупке стекла для автомашины со скидкой. После чего мужчина перечислил через онлайн-банк предоплату в сумме более 90 тысяч рублей и стал ждать отправки груза. Но вскоре продавец перестал выходить на связь и отвечать на сообщения на сайте. Потерпевший пытался звонить по номерам, указанным на сайте, но никто не отвечал. Тогда мужчина начал искать в интернете информацию о данной фирме и нашел отрицательные отзывы людей, которые предостерегали от покупки там. Полицейские задержали подозреваемых в нескольких умышленных поджогах на территории Тюменской области. Судя по найденным полицией доказательствам, поджигатели целенаправленно готовились перед каждым преступлением. В июне в разное время в селе Перевалово Тюменского района произошло 7 пожаров частных домов и хозяйственных построек. Пожары происходили в ночное время. Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей. Изъятые с мест происшествий улики свидетельствовали об умышленных поджогах. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сыщики Управления уголовного розыска МВД России по Тюменской области в кратчайшие сроки установили и задержали 2 подозреваемых. Они дали признательные показания. Сотрудники полиции, подозреваемые в поджогах. Где поджоги происходили? Село Перевалово. В общей сложности сколько у вас поджогов? 7. Вину признаете? Да. Следственными органами при межмуниципальном отделе МВД России Тюменский возбуждено сразу несколько уголовных дел по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается. Сильный пожар возник в понедельник на парковке возле пляжа Элоро на юге Сицилии. Огнем уничтожен 41 автомобиль. Что стало причиной возгорания, пока не установлено. Эти кадры, снятые в понедельник недалеко от пляжа Элоро на юге Сицилии, больше напоминают последствия взрыва или какого-нибудь стихийного бедствия. На самом деле здесь произошел пожар, уничтоживший десятки автомобилей отдыхающих. По словам специалистов, возгорание возникло в стороне от парковки, однако из-за сильной жары и по высохшей траве огонь быстро перекинулся на машины. В результате уничтожен 41 автомобиль. По предварительным данным, при пожаре никто не погиб и не пострадал. Я был на пляже и внезапно увидел, как в небо поднимается черный дым. Мне позвонила соседка, которая живет неподалеку, и сказала, что огонь приближается к ее дому. Я прибежал сюда и увидел это душераздирающее зрелище – около 40 уничтоженных машин. По словам пожарных, в доме возле парковки проживали туристы, которые убежали, как только автомобили начали взрываться. Что стало причиной возгорания, пока не установлено. В эфире была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.